По сообщениям турецкой газеты «Сабах», Китайская академия социальных наук в декабре прошлого года рапортовала о реальном сокращении населения Китайской Народной Республики из-за политики властей, не позволяющей заводить более одного ребенка. Академия предупредила, что в случае продолжения падения рождаемости в ближайшие 100 лет число населения сократится от 1 миллиарда 400 миллионов до 600 миллионов. Было особо отмечено, что сокращение населения на 800 миллионов приведет к демографическому, экономическому и политическому кризису. Китайские власти продолжают аресты известных личностей в Восточном Туркестане. По сообщениям Туркестан Таймс, чемпион по боксу в тяжелом весе Абдурашид Хан задержан коммунистами и водворен в лагерь политического перевоспитания. Абдурашид Хан, являющийся профессиональным тренером и учителем физкультуры, известен своей приверженностью исламу и своему народу. Высокопоставленные индийские военные заявили, что продолжат устранение террористических лагерей в Пакистане. На пресс-конференции, организованной представителями армии в Нью-Дели, генерал Сурендра Сингх заверил, что Индия воюет исключительно против терроризма. В свою очередь, Россия и США призвали Индию и Пакистан к диалогу. Пакистанский премьер-министр Имран Хан заявил, что проведет телефонные переговоры с Эрдоганом для того, чтобы он поспособствовал в решении конфликта двух соседей. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью освободили земли Сирии, захваченные боевиками ИГИЛ. На Совете Безопасности ООН Россия и Китай выступили против предложения США провести в Венесуэле выборы под наблюдением Международной комиссии. Также Советом Безопасности был отвергнут предложенный Россией законопроект, запрещающий использование силы и вмешательство в политику Венесуэлы.